Рекламная информационная программа «Новости банков Оренбурга». Здравствуйте, в студии Елена Костылева. Программа представляет интернет-портал bankiorенбурга.ру, сайт для тех, кто стремится быть в курсе последних событий в финансовой сфере. Центробанк России установил официальный курс доллара США на сегодняшний день в размере 50 рублей 91 копейки. Повышение по сравнению с предыдущим значением составило 16 копеек. Официальный курс евро 57 рублей 11 копеек. Повышение составило 21 копейку. Напоминаем, что на сайте bankiorенбурга.ру в режиме онлайн можно ознакомиться с актуальными курсами обмена доллара и евро в банках Оренбурга с возможностью выбора лучших предложений покупки или продажи валюты. В первом квартале текущего года жители Поволжья активно использовали удаленные каналы Сбербанка для оплаты коммунальных услуг. За первые месяцы года через дистанционные сервисы обслуживания Поволжского Сбербанка было проведено платежей по оплате услуг ЖКХ на общую сумму более 12 миллиардов рублей. На сегодняшний день через удаленные каналы совершается более 70% от общего объема платежей за ЖКХ в Поволжском Сбербанке. Автоплатеж ЖКХ – это удобный сервис, который позволяет производить оплату жилищно-коммунальных услуг, не посещая отделение банка и без траты времени на поиск терминала для оплаты. Необходимая сумма средств автоматически списывается с банковской карты. За день до списания система оповещает клиента о предстоящем платеже и его сумме. Подключить услугу можно в отделении Сбербанка или через Сбербанк онлайн. Планы Минпромторга по продаже 200 тысяч машин в рамках госпрограммы льготного автокредитования рискуют провалиться. Учитывая апрельские темпы, до конца года эта цифра может составить лишь 172 тысячи. За месяц, по данным Минпромторга, в банке поступило 105 тысяч заявок на приобретение машин. Из них одобрено более 57 тысяч. Уже продано более 19 тысяч автомобилей. Вопреки снижению ключевой ставки Центробанком, стоимость льготных кредитов для заемщиков растет в среднем на 1 процентный пункт. Так, средняя реальная ставка ниже максимально допустимой, признают банкиры, и говорят о возможном снижении ставок к концу мая. Участники рынка отмечают, что программа только набирает обороты, и план по выдаче 200 тысяч автокредитов может быть выполнен, но говорить о его существенном перевыполнении в текущих рыночных условиях не стоит. При этом все банкиры сходятся во мнении, что госпрограмма является существенной поддержкой автокредитования. Ника Банк предлагает оформить кредит по государственной программе льготного автокредитования, запущенной Минпромторгом России с 1 апреля текущего года. Данная программа распространяется на автомобили 2015 года выпуска полной массой не более 3,5 тонн стоимостью до 1 миллиона рублей. Клиентам Ника Банка предоставлена возможность оформить кредит по льготной программе автокредитования как с обязательным условием страхования приобретаемого автомобиля по программе «Каско» в пользу банка, так и без страхования по «Каско». Это все банковские новости на сегодня. Программу представил портал «Банки Оренбурга», интернет-ресурс для тех, кто ищет самую свежую информацию о банках. Адреса, телефоны банков, карта банкоматов, онлайн-заявки на кредит, курсы валют и самые последние банковские новости. Адрес сайта banki-orenburga.ru.